Глава Башкортостана Ради Хабиров в Октябрьском районе Уфы. Здесь, как и в других районах, селах и городах республики, в новогодние дни организованы культурно-спортивные праздники для взрослых и детей. Здравствуйте. 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 Айда, давайте. Народ гуляет. Так точно. Да, гуляет. Детишки, соревнования, настроение боевое, новогоднее. Вот, собрались здесь, с утра практически ежедневно во всех площадках проводим мероприятия. Фотки вот эти все открыли, да? Ну, вот эти дворцы спорта, дворцы культуры. Да. Мероприятия, да. Все открыты и в ежедневном режиме, заполняемость есть, востребованность есть, все нормально, вопросов нет. А то меня ругают, уже сегодня же запретили продажу алкоголя. С утра, с 1 числа никаких алкоголя, занимаемся только спортом. Мы 1 число начали с забега с гостиницы двора. Где-то 1500-2000 человек выходило. Соревнования. Покатушка называется, игровая программа вокруг елка, 5 площадок. Для детишек, для взрослых разная программа. Здесь кто дальше прокатит. Тут все подряд, и девушки, и парни. И родители катают, дети. Можно сюда, с этой стороны пройдем? Площадку посмотрим. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Здравствуйте! Не замерзли? Кольцеброс здесь проходит соревнования. На улице сегодня Шуточный немножко хоккей. прохладнее, видите? Вот в этом углу, вот там хоккей. Вот команды здесь семейные. В основном соревнования, да. Это шуточный хоккей с метелками играют, с мячиками, и взрослые, и дети. В данном случае дети играют. Таких, там я сводки смотрел, так вроде. Все нормально, Рафаэльевич. Там, значит, у нас по сводке мы сегодня 10 часов проводил опять по всей республике. Работа все в режиме, работают, все находятся на своих местах. Продолжаем. Так, я думаю, будет спокойно. Все службы, экстренные службы, все на местах. А так здесь получается, вот у нас на всех площадках у нас, да? На всех площадках. Ну, сегодня немножко наполнили по-другому. Собственно говоря, ледовые площадки используем как бы и под спортивные мероприятия, и под развлекательные игры. Ну и самое главное, востребованность есть действительно и на всех площадках, и на больших, и на районах. Это же районные только площадки. А на основных вообще там и каждый день почти по 5-7 тысяч человек. С Новым годом! Востребовано. С Новым годом! Да. И на Новом году, Рафаэльевич, Фотографироваться с вами. Давайте сфотографируемся. Дайте. Встаньте. С Новым годом! Сейчас толпа. Где толпа? Ради Фарида, на каток можно пригласить? Там у нас семейный старт проходит. Да, здесь в данном случае несколько школ хоккей с семейный старт на коньках, как бы каток впервые в этом году. Да, это городок бы, а прекрасно массовое катание, соревнования проводить. Вот в данном случае вот финальный стадий уже. Команда детей отдельная команда. Потом мы проводились уже смешанные. Не полная семья, мама или папа, кто умеет кататься на коньках. Они, правда, вас ждали, хотели сфотографировать также вместе. Можно попросить сейчас? И потом хоккей с мячом в соседней площадке. Это у нас С мячом хоккей, да? Да, 10-я спортивная школа у нас есть отделение. Давайте сфотографируемся. Девчонки, откуда вы? Из Уфы. Это хоккей с мячом. Хоккей с мячом. Какая школа у вас? 10-я. 10-я. Смелые девчонки какие, Ради Фаридович. Девчонки. Вообще, у нас же хоккеистские чемпионки России. Все постройтесь, да, здесь вот так, все, аккуратненько. Приготовьтесь, сейчас мы пригласим. Ради Фаридович, а почему вы сюда приехали сегодня? Выходной же? Просто я хотел посмотреть. Мы
договаривались с муниципалитетами, что в эти дни все должно быть для людей. На улице праздники, вот спортивные соревнования. Ну вот решил посмотреть тоже. И как вам? Вроде неплохо. А так сколько у нас в буфете точек? 4 основные столичные, 18 районных и 67 жилищники. Сколько? Годик, да? Будьте здоровы. Более 80 всего получается таких площадок, которые по всему городу распределены, поэтому в зоне доступности, безопасности, со всеми остальными делами. И самое главное, то, что план мероприятия составлен таким образом, чтобы каждый день что-то происходило. А вечером тоже здесь музыка какая-то, да? Вечером музыка, концертная программа, игры и все остальные моменты тоже отслеживаются. А в Черниковке тоже вот там неплохая елка, да? Очень неплохая. На дворце Орджоникидзе, дворце УМПО. Там, где мы парк делаем. Да, на Первомайске как раз, да. А вот они залили там вот этот каток, или там каток не делают? А, там нет, наверное, Нет, там же работы ведутся. Там работы пока ведутся. Но катки большие есть, они залиты есть и на волне есть, и на всех остальных. Но где есть покататься и в зоне доступности, самое главное, для того, чтобы в северную часть и южную не ездили, везде А так есть. у нас всякие там спартакиады проводят, семейные игры, да, проводятся? Да. Везде, в каждом районе все у нас полностью расписано. Во всех районах Республики Башкортостан, не только город Уфа, полностью. Тогда сводку завтра, мне тогда с утра. Хорошо? Получается. Ладно, поедем тогда мероприятие смотреть. Все есть. С Новым годом еще раз. Спасибо. А куда дальше едете? А мы сейчас хотим посмотреть тут соревнования семейные, вот то, что мы говорили, семейные спортивные игры в одной из школ Сипайлова. Поедем, посмотрим, как там народ отдыхает. Вы тоже с семьей? Да. Как вы сказали, 1100 школ, Да? 70 тысяч участников, всего А более это 100. как эти мероприятия называются? Новогодние семейные Игры, да? игры 2020. Ну, мы даже называем новогодние семейные игры «Единая Россия». Я директор школы 159 Семенова Юлия Александровна. Добро пожаловать в Центр образования 159. 4 этапа. Сейчас уже идет 3 этапа вот этого эстафеты. Центру образования у нас 10 лет будет в этом году. В декабре месяце мы будем юбилярами. А сколько здесь школьников? У нас 1430 учеников, а Здесь проект, нам, да, проектная мощность у нас на 825. 60 учителей. 2 июля 2018 года к нам присоединили детский сад номер 55. И мы теперь Центр образования. Всего у нас более 1800 учеников, если считать вместе с детским садом. В этом году мы дважды стали лауреатами конкурса «100 лучших школ России». Одна церемония награждения прошла в городе Москва. 19... Ух ты! На старт. Внимание, марш! На нашем празднике присутствует глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров. Аплодисменты, дорогие друзья! Супругой Ирине Владимировной. Вам слово, Ради Фаридович. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, позвольте мне вас поздравить с Новым годом, пожелать вашим замечательным семьям здоровья, благополучия, счастья, чтобы вы так же дружно и жили всегда. И хотел сказать, что мы действительно начали такой проект, который называется «Новогодние семейные игры». В республике в нем принимают участие более 60 тысяч семей. Это такая большая наша республиканская история. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение, участвуете в этом спортивном мероприятии. В любом случае это делается для вас, для нас, для наших семей, чтобы дети наши росли здоровыми, замечательными, хорошими людьми. Еще раз вас с Новым годом и будьте счастливы, будьте здоровы, мир вашим домам. У нас семейная все-таки старт. Если можно, Карина Владимировна, можно вас тоже попросить пару слов сказать? Добрый день, всех с Новым годом. И
сегодня, вот смотрев на вот это все, мы приняли решение, что, наверное, через года 4, да, или через 5 лет мы тоже будем принимать участие в веселых стартах. Большое спасибо. Ну что, на старт. Внимание, марш! Как вам соревнования? Замечательно. Здесь главное, что семьи. Да, в этом и был смысл. Это новогодние семейные игры. Закладываем традицию в новогодние праздники проводить вот такие соревнования, где участвует семья и дети. Ну вот здорово, папа, мама, сын, дочь. Ну что, последнее наставление перед стартом наших участников юных. Мы готовы? На старт. Внимание, марш! Скажите, как вас зовут? Анатолий. А вас? Анастасия. А кто у вас там? Маша. Доченька старшая. Сколько ей? 7 почти. Волнуетесь? Конечно. А как у вас успехи, кто? Какие у нас впервые? Молодцы. А раньше участвовали в таких соревнованиях? Нет. Первый раз. Нравится? Да. Ну давайте поболеем за вашу Машу. Ну, наверное, надо похлопать ей, по крайней мере. Давай, 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 давай. Ваша вот сейчас. Девочка тоже у вас, да? Как зовут вашу девочку? Алета. А фамилия? Вазылова. Вы в какой школе учитесь? У меня старшая в 8 классе учится еще. Ну, теперь вы, как глава семейства, должны подхватить. Да, постараюсь. Это совсем не просто, как может показаться с первого взгляда, дорогие друзья. Так вы похожи победители? Да. Ну и кто быстрее справился, вы, папа или сын? Ты вытянул? Да. Молодец. Сложно было? Да. Нравится соревнование? Да, очень. А как вас зовут? Алена. Альфред. А папа ваш? Папа. Как зовут вас? А? Как зовут? Максим. Не сидится вам дома, пришли на соревнования? Да. Надоело уже дома сидеть. Хорошо, что есть куда идти. Да. С праздником вас. Спасибо. Итак, навигатор завершен. Поаплодируем друг другу и нашим замечательным... Анна Владимировна, вы тоже, смотрю, с интересом смотрите. Да, конечно. Нравится спорт? И тем более такой семейный, общий, конечно, нравится. Ну, а ваша семья спортивная? Он возвращается. Ну, пробежки иногда устраиваем. Спасибо. Рустем Маратович, а это уже нечестно. А? Нечестно. Ну, надо иногда помогать, она маленькая. Друзья, ох, вот это жарко. Ну что, все, готовы основные итоги, как я понимаю, так ведь? Все, замечательно. Ну, необходимо поприветствовать наших замечательных судей, аплодисменты нашим судьям, нашим сегодняшним арбитрам, кто сегодня судил. Эти ребята готовили это мероприятие. Они обеспечивали обслуживание на высочайшем уровне. Это наши ученики, это наши педагоги. Спасибо, дорогие друзья. Хочу сказать большое спасибо вам, всем папам, всем мамам и всем замечательным детям, которые участвовали в этой эстафете. Вы все сегодня победители. Молодцы!
первый победитель новогодних семейных игр 2020 18 числа получит путевку в наш санаторий. И я думаю, что у нас будет победители новогодних семейных игр 25, новогодних семейных игр 30. Я желаю вам здоровья, успехов, удачи и занимайтесь спортом. Друзья, проходите все на пьедестал, все наши участники проходят к пьедесталу. Ради Фаридович, мы просим вас с супругой тоже пройти сюда для общей фотографии. Проходим, пожалуйста, туда к пьедесталу, где уже ждут нас наши победители, наши сегодняшние участники. Пожалуйста, все. Ура, дорогие друзья! На этой торжественной ноте первые новогодние семейные игры 2020 объявляются закрытыми. Радик Фаритович, Карина Владимировна пообещала, что через сколько, 5 лет вы тоже, возможно, будете участвовать. Знаете, чем мы отличаемся с ней? Если мы слово даем, мы его держим всегда. Это точно, это однозначно. А чем ваш малыш уже сейчас увлекается? Разбирает машинки все. Ну, а какой-то вид спорта он предпочитает? Нет, пока нет. Он бегает, прыгает. Пока занимается плаванием. Да. Это Вид хорошо. спорта понятно, какой у него будет. Борьба? Конечно. Ну, еще есть мамино слово. Ну, у нас я поддерживаю то, что советует папа. Папа плохого не посоветует. Поэтому сейчас мы все смотрим на красивые ушки и думаем, что через некоторое время они будут такими же, как у папы. Радик Фаридович, позвольте спросить, вот семейные старты, это хорошая, старая, добрая традиция? Нет, это новая традиция. Но их много проводилось. А то, что мы делаем вот в Новый год, именно в эти дни, это вот первый раз. И сильно масштабно мы сделали. Более 60 тысяч семей принимают участие. В целом по республике? Да, мы же тоже ищем всевозможные, новые проекты. Посмотрим, как пойдет. Но вот самое главное, чего нельзя делать, заставлять родителей нельзя. Вот чтобы они пришли, по желанию пришли. Для этого надо делать праздник. Мы еще подумаем, что нужно. Ну, сегодня глаза блестели. Ну, дай бог. А можно еще До свидания спросить? всем. С Новым годом. Карина Владимировна, а можно еще спросить, Радик Фаридович, пока вы вдвоем здесь, скажите, как семья Хабировых, Радик Фаридовича и Карина Владимировна встретила Новый год? Ой, в семейном кругу спали, ели. Дома. За час до Нового года успели приезжали, сесть да. за стол. Да, за час, да, потому что так очень спокойно. Ну вот сегодня уже немножко выбираться начали. На душе комфортно? Да, очень.